Третий день 35-го тура открывали Амкар и Томь. С приездом сибиряков на Урал вернулась настоящая зима. Футболисты вынуждены были бороться не только друг с другом, но и с погодными условиями. В итоге минимум моментов и совсем без забитых мячей. 0-0. Не очень преуспели с забитыми мячами в Краснодаре и Москве. Кубань принимала казанский «Рубин». Шла осторожная игра с большим акцентом на оборону. Все перевернулось незадолго до перерыва. В центре штрафной Навас своим могучим подкатом свалил здоровяка Трауре. Пока все смотрели на арбитра, будет пенальти или нет, судья указал на центр. В суматохе подсуетился Пизелли и отправил мяч в угол ворот. 1-0. Так матч и завершился. Локомотив принимал Анжи, а вот здесь моменты были, но дожать гостей Локомотива удалось только на 73-й минуте. Пас Кайседо с фланга на линию штрафной не сулил махачкалинцам ничего страшного, но Роман Павлюченко неожиданно соорудил тоннель из своих ног, и мяч попал к Глушакову, который экспрессом направился к воротам Габулова. Владимир начал гадать и завалился вправо, а Денис перевел стрелку в другой угол. 1-0. Матч в Самаре между «Крыльями» и «Южным Спартаком» тоже не отличался высокой результативностью. Здесь был забит только один мяч, но зато какой. В самом начале второго тайма хозяева подавали угловой. Мяч причудливо прыгал с головы на голову, пока не попал к Яковлеву, и тот с полуоборота нанес фантастический удар. Все, включая вратаря, завороженно смотрели, как мяч, ударившись о штангу, опускается в сетку. 1-0. Нальчане снова проигрывают и приближают себя к вылету из премьер-лиги.